Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я в рабочей форме, грязная вся. Дети пока в школе. Сейчас скоро Кирилл придет. Есть ветер, но все равно тепло. Я не мерзну. Я одела безрукавку, вы меня не ругайте. Я не раздетая, а здесь я ничего не люблю одевать. Мне и так жарко, поэтому я одела безрукавку. Спина пока не потеет, сил нет. Чуть-чуть поработала, устала. А вы знаете, кто-то у меня там шумит. Сейчас я вам покажу. Вот здесь наш курятник. Здесь почистим и переведем сюда своих кур на летнее время. Я невестку свою закрыла в клетку, чтобы она там работала подольше. Вон моя невестка. Пыльно? Вот так. Пока все дела не сделаешь, никуда не пойдешь. Поэтому я тебя в клетку закрыла. Спасибо ей, что пришла мне помогать. Здесь у нас грязно. Вот все вычистим. Поставим гнезда, чтобы они неслись. Надо здесь мыть окно. Когда потеплеет, попозже побелю. Вот здесь тоже уберемся. Выскребем грязь. Вот как я тут собирала, почистила, выскребла вот здесь. Здесь кормушка для цыплят, для курей. Здесь, сказать, солнышко. Здесь будет им хорошо. К вечеру уже идет дождь. Хорошо идет. Я люблю, когда идет дождь. Съездила, купила тачку. Была сломанная. Старая у меня. Стоит 2000. Дали мне за 1800. Знакомая продавщица на себя работает. Сделала мне 200 рублей скидку. Спасибо ей. Спасибо, Альбиночка. Пусть твой бизнес процветает. Пока поставила сюда вот эту емкость. Пусть дождевая вода собирается. Потом отсюда уберу. Цветочкам хорошо будет. Я вот здесь рыхлила немножко, где у меня растут розочки. Появляются уже листочки. Пока виноград вот так повесила. Надо будет покрасить мне перила, называется, что ли. Мой фундамент. Пару лет уже ничего не делаю. Я решила в этом году обшить. Заказала я профнастил. Уже привезли. Я уже нашла мастера, который все мне это сделает. Вороту закрыла. Все нормально. Здесь надо будет работать, когда все высохнет. Невесткой мы поработали здесь. Отсюда весь навоз выгребли. Вытащили отсюда.
Здесь я подметалась. Привет, звезда Ютуба. Как поживаешь? М? Пузо-то растет. Сейчас я вам сено положу. Дам овес. Через пару месяцев появятся маленькие. Что, моя хорошая? А, скучаешь? По барону скучаешь или нет? Наверное, нет. Поздоровайся. Тебе только целоваться лезешь. Что-то вялое, тяжелое. Вот животик у нас растет. Привет, маленькая. Кушает овес. Снесли 4 яйца. Это мы утром почистили, поставили гнездышки. Снесли пока 4 только к вечеру. У меня их осталось только 8. Кстати, у меня умер петух почему-то. 2 дня назад я вышла в сарай, а там валяется петух. Не знаю. Вроде он как-то болел. Сидел постоянно. Теперь мне придется купить петуха. В прошлом году я лишних молодых 3 петуха раздала. Просто так. Я же не знала, что у меня петух умрет. 2 петуха, они дерутся. Сюда стелили мы сено мелкое. Здесь у меня бетонировано, чтобы ножкам холодно не было. Вот так постелили. Когда погода нормализуется, буду здесь белеть. Что, мои хорошие, кушаете? Кушайте. Интересная курица. Ножки лохматые. Теперь они живут без петуха. Не переживайте, мои хорошие, я вам петуха куплю. Сильный идет дождь. Каждым днем вон чеснок больше растет. И там лук начинает расти вон. Это зимний лук. Клубникам как раз надо было дождя. С невесткой мы навоз таскали вот сюда. Трамбовали. Еще где козы у меня живут, оттуда надо будет возить, когда уже земля высохнет. Как здесь хорошо, тепло, дождь шумит. Я люблю спать, когда вот так дождь шумит. Я дома форточку открываю ночью, и красота. Слушаю шум дождя и засыпаю. Здесь пока ничего не делала, потому что 2 ночи подряд температура была -7, а сейчас вечером +7. Заморозков сегодня не будет, вот идет. Одна подписчица мне посоветовала вот этих ниток, веревок убрать. Я так сделаю и буду мыть теплицу. Она говорит, помидоров может быть фитофтора. Эта подписчица мне объяснила тем, что могут от этих ниток старых заболеть помидоры. Наверное, она права. Я так и сделаю. Посмотрите, как идет сильный дождь. Только что я вам показала, что поставила вот эту емкость сюда.
Пока была в сарае, вернулась с огорода, уже емкость полная. Внуки мне заказали полосатый пирог. Полосатый пирог без яиц готовлю. Для этого я беру 2 стакана кефира. Стакан манной крупы. Все это перемешиваю и поставлю на полчаса, чтобы манная крупа набухла. И ждем полчаса. Манка наша разбухла. Прошло полчаса. Сюда я добавляю стакан сахара, сахарного песка, полстакана подсолнечного масла, чайной ложки соли, чайной ложки разрыхлителя. Все это хорошенько перемешиваю. Комочки вообще не остаются. Тесто разделим на 2 части. В одно добавляем 2 столовые ложки какао. А в другую часть добавляем 2 столовые ложки муки. Все это хорошенько перемешиваем. И здесь то же самое. Смазываем противень. По краям тоже. Теперь по очереди кладем тесто. По 2 ложки. Начинаем с белой добавлять. Темное, белое, темное. Вот так потихоньку добавляем то белое, то темное. Теперь белое. А теперь добавляем темное. Теперь добавляем тоже белое. Вот так чередуем. То белое, то темное. А теперь белое. Под конец у нас получается белое. Можно и с темной начинать, можно и с белой начинать. Берем палочку и делаем вот так. Получаются узоры.
Вот что у нас получилось. Теперь наш пирог поставим в духовный шкаф на 40-45 минут при градусе 180. Вот какой пирог. Пока горячий, конечно. Вот какой пирог. Пока пирог горячий. Вот какой интересный пирог. Полосатый. Мягкий. Пирог пропекся. Пойдите с нами чай пить. Попробуйте наш пирог полосатый, без яиц. Вот какой красивый пирог мы с вами испекли. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Желаю вам здоровья, успехов, семейного благополучия и всего вам доброго. Всем пока-пока. До следующей встречи.